Сейчас самое главное по крутому склону мимо озера не проскочить. Так, задержался. Ну, ждите. Не уплывать. О, блин. Ну, погода вроде ничего. Для лова, в смысле, солнце светит, в это время хорошо попадает. Правда, ветер, блин, сдувать редиска будет. Ну да ладно. Потерпим. Уже на предохранителе. Ну, я готов. Поехали. Вода зеленая. Ух, листопад какой. Ну, октябрь начался. Пора, ребята. Центральная Россия обещает октябрь теплый. Ну, ветер приличный. Волна, конечно, не 1 метр высотой, но сдувает, будь здоров. А нам все равно. Ну что? Так, ну что? Пока ветерок слабый. Погнали. Ветерок, блин. Это моя. Потом проедусь, где на траву села. Где? Фу. Так, ну что? Такая красота, блин. Когда ветер не сдувает. Когда сдувает, не особо. Не до красот. А так красота. Золотая осень, реально. Ух, какая она. Золотая. Ярко-желтая. Листьев на березах дофига еще. Листопада сильного. Так себе. Ветер дунет, попадают, а в основном висят. Ну и глаз радует, ладно. Осенью красота одна. Супер красота. Рыбка плавает по дну. Ну, попадись хоть одну. Вообще-то ветер это какой-то смене погоды обычно. Повезет, не повезет. Сильная смена погоды нам не нужна. Так, это что я тут? Что-то не доделал? Ага. Вот она. Ну, давай, поплыли. Устанавливать. Так, ну что? Куда следующее? Ловись, рыбка большая и маленькая. Тут степь.
Вот бы ветер можно было управлять. В одну сторону, в другую. Ну, давай, что стих-то. Сейчас ветер нужен. О, прямо на яме. Ветер не в ту сторону. Все играет, блин. Некуда мне помогать. Что-нибудь да попадет. Тут бегает один вредина мишка Потапыч. Вредность заключается в том, что я фотоловушку поставил, там шерсть мелькнет, там загривок, спина там мелькнет, но сам он не попался. Редиска. Сейчас попробую поставить так, чтобы попался. То есть открываю фотоохоту на медведя. Так. И надо постараться поставить так, чтобы попался. В прошлый раз я поставил на той стороне в расчете, что тут труба пробита. Явно не человеческая, тут человеку делать нечего. И так удобно тут ходить, удобно пробежаться куда надо. Он, блин, не по-удобному. Узкий, неудобный, там бегал гад. Чистый редиска. Ух ты! А что за следы? Этим ребятам пофиг, как я понял. Как их личный компас покажет, так и сыры. Так, а это что за зверюга? Не по трупам бегает, а напрямик. Отсюда не совсем понятно. Но человек глубоко тонул. И прямо пересек. Так, привычки каждые 5 минут же он менять не будет. Если я сюда поставлю, где тут переход какой-то есть. По крайней мере, там бегать будет, попадется. Надеюсь. Ну, редиска, если не попадешься. Так, на какой высоте? Блин, ну дерево, не было печали, зацепки накачали. Не хватило. Да, куда девать тебе? Вопрос интересный. Это след лося. Оттуда, как и медведь мой, спустился в эту сторону копытами раз, и вот сюда земля выскочила. А это задними копытцами немножко проскользнулся. Ну и потом содрал и полез. Вот хорошо. Не живется по хорошей дороге ходить. Все надо какой-то. Сюда и поставлю. Медведь здесь бегал. Лось. О чем это говорит? Ставим сюда. Ну давай, не подводите. Кто-нибудь да побежитесь. Если здесь, конечно, полезут, в легкую собьют. Но, надеюсь, сначала попадут на съемку. Свой шнур еле-еле достал. Один освободил только так. Ай. Ну, лови давай зверюгу. Хотя бы одну. Лось, медведь. Лучше медведя. А мы подождем. Ну, поработали и хватит. Ой, опять эта горка. Блин. Ну что такое? Что-то сапоги не держат. Там же эти выступы должны. Ух ты. А это что за шест? Для пробы поставил. Может держать, подниматься. А, слушай, молодец. Сейчас проверю. А то, блин, замучился с этой. Под этим подъемом. Эти скользят, блин.
Ух ты. Слушай, Только что, видишь, туда утягивается. У меня сейчас веревки нет, а в следующий поход привяжу здесь. веревка, гвозди. Не, гвозди, нет, веревкой. Веревкой, да. О! Ну, ладно. Сейчас 5... Вроде после солнца не вижу. 5 секунд перекур. Ой. Опа. Фу. На коленники не взял. А там мегр как раз под колено. И забыл. А, там одно надо, второе, третье. Сразу надо было, как вспомнил, надо было сразу засунуть в рюкзак. Фу. Когда ветер, тогда прохладно, в принципе, было. А ветер стих, меховой без рукавки жарковато стал. Елово-пихтовый лес всегда сумрачный такой. На видео не так заметно, а простым глазом заметно, что сумрак этот. А к слову сказать, гусей не слышно было сегодня. По сути дела, только утренние пролетели. Так, ладно, набор вылезли. Идем дальше. Гуси. Летят. Пути, дорожки лесные. Ура! Дошли. Сейчас будем ужинать. Поленился утром со свежими силами воду принести. Ну, придется сейчас с уставшими немножко силами за водой сходить. Главное все вовремя успеть, а то солнце садится. По сути дела уже за лесом. Через час уже стемнеет. Так что все вовремя сделали. И за водой, можно сказать, вовремя сходил. Пока что. Сегодня в световой день уложились. Уложимся ли завтра? Начало октября, ночи темные-темные. В прошлом году смотрел 22 декабря. Самый короткий световой день у нас был 4 часа 25 минут. Сейчас пока длиннейший день. Успеваем. Ну, ладно. Что день завтрашний нам покажет?